Но тем временем продолжается строительство Якутской ГРЭС-2. Напомним, станция заменит выбывающие мощности действующих ГРЭС и повысит надежность энергоснабжения потребителей. Сегодня журналистам республиканских и федеральных СМИ показали рабочие площадки объекта и ход его строительства. С подробностями Сергей Алексеев. Энергоснабжение города на сегодняшний день осуществляется от старой Якутской ГРЭС. Ее ресурсы практически отработаны. Газовым машинам, произведенным еще 30 лет назад Николаевским заводом, на Украине уже не выпускают запасные части. Кроме того, старая станция находится в зоне интенсивной застройки, поэтому уже невозможно здесь проводить работы по реконструкции и расширению. ГРЭС-2 является частью плана, по которому создадут 3 базовых источника тепла, которые в ближайшие 5-6 лет позволят обслуживать более 90 котельных. Строительство этой станции – это один из планов, из небольших таких элементов большого плана по развитию как тепловых сетей города Якутска, так и по обеспечению надежности электроснабжения города, ну и, собственно, всего района. До конца июня застройщики планируют завести полный объем газовых машин. Речь идет о турбинных установках американского производства. Причем из-за санкций компании-строителю пришлось заключить дополнительные соглашения по основному договору купли-продажи. Это позволило уйти от рисков, связанных с ограничениями в отношениях с США. Однако альтернатив продукту компании General Electric найти практически невозможно. Это единственная машина из представленных на рынке, у которой нет ограничений по пускам и остановкам, что крайне важно для станции, которая работает в маневренном режиме. Было сделано технико-экономическое обоснование, были проведены торги, тендерные. По условиям тендерных торгов были предоставлены наилучшие условия по поставке, поэтому была выбрана именно эта компания. На стройке Якутской ГРЭС-2 в 2 смены работает 580 человек. Когда закончатся основные работы, в том числе и монтаж каркаса, численность строителей увеличит почти в 2 раза. На площадке трудятся специалисты из разных регионов страны. Кроме того, к работе привлечены и местные специалисты. И вибратором надо, вибрировать надо нормально. И сверху надо гладить надо нормально, чтобы ровно было. Технически вторая Якутская ГРЭС может запустить тепло и электроэнергию в энергосистему уже в 2015-м. Единственная проблема, из-за которой передвигаются сроки и корректируются дополнительные соглашения, это неготовность города к приему тепла в этом году. И связано это с большим объемом работ по внутриквартальным сетям. Сергей Алексеев, Василий Соловьев, НВК «Саха», Якутск.